Шестой международный конкурс-фестиваль сольного танца имени Махмуда Эсамбаева на неделе собрал в Грозном участников из 7 стран мира и 10 регионов России. Зарубежных конкурсантов представили Аргентина, Индия, Филиппины, Бразилия. Алешандро Оливейра бразильскими историческими танцами занимается 4 года. Здесь молодой участник намерен представить номер под названием «Возвращение к богине Нане». В его основу легли древние африкано-бразильские легенды, которые молодой человек продемонстрирует уже на сцене. Это мой первый выезд из Бразилии. Я в первый раз побывал в Москве, в первый раз приехал в Грозный. И у меня самые радужные ожидания. Я надеюсь, что я смогу выступить не хуже, чем я выступаю обычно, а может быть и лучше. Первый день организаторы и жюри посвятили представлению участников зрителю. С поздравительной речью к гостям обратился министр культуры Чечни Хошбау Дедаев. Мы рады вам, мы любим вас, мы любим в нашей гостеприимной Чеченской Республике собирать гостей и гордиться этими гостями. И, конечно, я по традиции объявляю 6-й международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева открытым. Затем, как и положено, традиционная жеребьевка определяет дальнейшую очередность выступления конкурсантов. Право открыть фестиваль в номинации «Сольный танец» выпало участникам из Филиппин. В парном исполнении дагестанским артистам, а коллективный танец представит Чечня. Примечательно, что в этом году международный фестиваль имени Махмуда Эсамбаева, гения, исполнявшего практически все танцы народов мира, проходит уже в 6-й раз. Из года в год он собирает лучших, кто смог создать наиболее приближенный к его творчеству танцевальный номер. Второй день фестиваля для его участников начинается с репетиции. До начала выступления меньше часа времени. Артисты повторяют номера. За кулисами мы встретились с филиппинской конкурсанткой Кристиной Габита. Сегодня ей предстоит открыть вечер танцем Бенесуан. Я очень благодарна за то, что меня сюда пригласили. Это мое первое выступление в индивидуальных соревнованиях. Мне очень нравится Россия и ваш город. Здесь безумно красиво и очень приятные люди. Кроме того, сам фестиваль организован на высшем уровне. И вот Кристина появляется на сцене. Девушка демонстрирует ловкость и изящество обращения со стеклянными стаканами. А эта конкурсантка приехала из Москвы. Ксения Турусина – студентка хореографического колледжа искусств. Девушка рассказывает, что это первое для нее серьезное соревнование на международном уровне. Я довольна своим выступлением. Мне очень нравится здесь атмосфера, все участники, все очень доброжелательные. Вообще конкурс проходит на высшем уровне. У меня только положительные эмоции и отзывы. Третий день для участников международного фестиваля сольного танца заключительный. На торжественной церемонии награждения победителей почетный гость, глава республики Рамзан Кадыров. Все эти дни выступления конкурсантов оценивала компетентное жюри. Ее председатель отметила высокий вклад Махмуда Эсамбаева в развитие танцевального искусства. Наш конкурс-фестиваль собрал огромный хоровод дружбы. И этот хоровод дружбы собрал здесь великий человек Махмуд Эсамбаев. Затем долгожданная часть объявления призеров и победителей. В номинации «Сольный танец» первого места удостоилась Диана Косарева из Москвы. Приз за лучший парный танец у Татьяны Лукутиной и Сергея Хидералиева. В номинации «Групповой танец» в этом году лишь второе место. Его завоевали наши юные участницы Милана Ацаева, Седа Хайтаева и Таиса Арсигираева. И, наконец, обладатель гран-при фестиваля. Гран-при 6-го международного фестиваля конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева присуждается Элине Умаевой и Сулейму Магомадову, Чеченская Республика. Помимо призовых мест по номинациям, отдельные участники получили специальные награды за сохранение продолжения традиции, приз зрительских симпатий, также от министра культуры. С поздравительной речью в адрес участников фестиваля и его гостей обратился глава республики. Рамзан Кадыров подчеркнул, что Чечня гордится своими талантами. Наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, был убежден, что именно культура воспитывает нации и отражает дух народа.
Легендарный Махмуд Эсамбаев является достоянием и славой чеченской культуры. Выдающий танцор покорил своим искусством весь мир, и всюду он с гордостью говорил, что он чеченец. Он всем сердцем болел за свой народ. В современном мире всякие наши лжи, патриоты, политики, обвиняют в том, что мы не там и не так танцуют. А Махмуд Эсамбаев, фашист был чем 470 с лишним концертов, передовой وقولي حلقة شدعوة جمعتها نحكي بوقع خط بوقع حابة وحلقة واحد بوقع أخبر خلاص تغلطان. В этом году правила отбора конкурсантов дополнили несколько пунктов. Участник мог показать 2 номера в обоих отборочных турах. Это сделано для того, чтобы артисты могли наиболее полно раскрыть свои возможности. В составе жюри последователи и почитатели творчества Эсамбаева. Многие с настоящим виртуозом танца были знакомы лично. Такие рождаются раз в 100 лет, говорили про него. Не зря же именем Эсамбаева назван и астероид. Он был гением танца, обладавшим врожденной гибкостью и беспрецедентной техникой исполнения. Сулумбеку Идрисову Махмуд Эсамбаев подарил танец. Артист вспоминает волнительный момент. Один из танцев был индийский танец Золотого Бога. Это очень сложный танец технически, потому что там надо было, как диск солнца, вставать незаметно. И это очень большая была нагрузка. И вот эти 2 танца, цыганский танец Олега, вот эти 2 танца я танцевал в его программе как последователь, чтобы связать программу. Завершающим аккордом вечера стало выступление победителей. Гордый чеченский танец закрыл уже 6-й в этом году международный конкурс-фестиваль сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. Элина Халидова, Магомед Мударов и Абубакар Зубараев. Новости 7.